Или наоборот, я тебя слышу, не слушаю. Или как там? Ты говоришь, делай так. Они начинают спорить. Ой, да это же так, а это же это. А потом по лбу получают, после этого говорят, надо было слушать. Ну, эго там, то все мы сейчас разберем. Давайте разберем вот что. Главное чувство, которое вы должны испытывать кому? Наставнику. Первое, это главное чувство, это называется уважение. Но я хочу, чтобы вы это, вот это слово, понятие, чувство, я не знаю, как еще назвать, вы поняли на другом уровне. Вы уважаете своих родителей? Да. Вопрос, вы осуждаете своих родителей? Нет. Кто сказал нет? Ну, осуждаете, обижаетесь на них? Говорите, ну, мама, ты опять, что-то ты там опять замутила, не то говоришь, кто так делает. Вы это говорите родителям? Значит, в сторону родителей есть осуждение. Осуждение их действий, мнений, мыслей. Они поделились своими мыслями. Вы такие, ой, Боже, как можно так думать-то, мама, ты что? Есть такое? Есть. Да. Или вы 100 лет назад обиделись в детстве, да? До сих пор это обиду тянете. Есть, даже такие вещи есть. Теперь смотрите, ну отец, если пил все время, есть обида? Да. Есть. Вы знаете, сколько народу у меня бывает на консультации? У всех. Я сколько, не знаю, может 1000 уже было людей. Я помню только одного человека, который сказал, я с мамой никак, но я отца обожаю, люблю. Один из этой 1000. Это, конечно, печально. У всех затыки есть родители. Если вы сейчас разберетесь с родителями, я сейчас буду давать технику, которая вам прямо освободит столько энергии. Мы же хотим, чтобы люди к нам шли, и по энергии что делать? Подниматься. И вот что у вас будет поднимать, сейчас будем уже об этом конкретно говорить. Ну, на примере того, что наставник есть партнер и ученик. Наставник и ученик. Теперь смотрите внимание. Уважение настоящее – это отсутствие осуждения. Понятно? Осуждение. Ни капельки осуждения. Прямо 0. Теперь понятно, что такое настоящее уважение? Да. Вот когда у вас будет настоящее уважение к наставнику, у вас попрет. Я пришла сюда, в эту команду «Успех вместе», но уже как будто бывалым сетевиком. Я знала, как это делается, я знаю, как строить большие группы, я знаю, как проводить встречи, разговаривать с людьми, как подключать их, я все знаю. Но здесь-то другие правила. Совсем другие, это интернет-бизнес. Там какая-то академия, туда-куда надо звать людей все время. Теперь смотрите, я пришла со своим эго сюда, и когда я слушала Андрея Артуровича, первое время я что делала? Осуждала. Ой, что ты... Потому что это в мою картину моего бизнеса, вот как я мыслила, это не попадало. Это вот 2 разные картины были. У меня в голове одна картина, у него в голове одна картина. Он свою картину излучает, я его не принимаю, потому что я думаю, что это не так должно. Это продолжалось некоторое время. И тут я же его слушаю каждый день. Он говорит про наставничество, он говорит про позицию ученика. И тут я понимаю, что я тут заякалась. А почему я поняла, что я заякалась? Потому что у меня затык получился. Ну, короче, затор. Вот не шло вперед и все. Не идет и все. Первый месяц, хопс, такая, 60 тысяч заработала, думаю, ха-ха, вот сейчас у меня каждый месяц будет 60. Да не тут-то было. Я упала. Несколько месяцев такая вот. Делаю. Вроде делаю то, что он говорит. Но при этом я его осуждаю. Короче, такое было. И вдруг я понимаю, так,
Если у меня вот это есть осуждение, значит нету Уважение. И я тут решаю полностью убрать это самое осуждение. Полностью. Все, что он говорит, это правда для меня. И все, что он говорит, я принимаю. Даже если я не понимаю, сказал он делать, делаю. Все. И вот как только я так сделала, у меня за месяц, вот прямо, вы даже не представляете, как сильно поменялся бизнес. Теперь меня поняли, как надо вообще, что хотите же быстро, да, поменяться. Уберите всякое осуждение к наставнику. Кто у вас вверх по спонсорской линии? Вот когда говорят, у меня наставник какой-то такой, он мне не помогает, слышали? Он там сидит, не улыбается. Себя узнаете, да? Это значит на себя посмотреть. Сейчас будем технику, вот там еще отработаем хорошенько. Но смысл вот этого в чем? Перестань якать. Когда ты якаешь, ты якорь спустил туда и не двигаешься. Как только якорь убираешь, убираешь, якорь поднимаешь, и ты как пошел. И вот когда я вот это вот убрала, знаете, когда это было апрель даже, март что ли, март месяц, я уже 3-4 месяца в бизнесе, и вот 3 месяца, и вот это вот колбасня. И вот прямо буквально перед бриллиантом меня осенило. А я даже не знала, что я закрою или не закрою бриллиант. А мне Андрей тоже пишет, как только я убрала вот это свое эго, перестала осуждать его, полностью приняла. Я его начала любить, уважать, обожать. И знаете, что произошло? Он мне пишет, в мае месяце вы закрываете бриллианты. И вопрос, как? Я была в Якутии в апреле месяце, и ребята со мной, с одними мужиками приехала в Якутию, 4 мужика и я. Мы снимали комнату, жили там, 3 было. И это вопрос, как? Я говорю, ребята, он мне сказал закрывать бриллианты. Как мы это сделаем-то, ё-моё? Он говорит, давай что-нибудь придумывать будем. Такие мужики, они все предприниматели у них. А внутри-то сомнения. И он каждый, немного погодя, опять пишет, так, сейчас будет май, ты будешь закрывать бриллианты в начале месяца. Я опять, как. Но определенно, я думала же об этом, и я себе эго же убрала, я сказала так, мой бизнес лучше видит мой наставник, чем я. И я сказала, я верю вам. Я вам верю. Значит, я начала сама себе тоже верить, что я это сделаю. И вот Марфа сидит, немножко не хватило для бриллианта. Я в самом начале говорила, до среды еще, Марфа, ты закроешь бриллианты в эту акцию. Я услышала, Марфа, что? Нет, как я это сделаю? Значит, я пошла отдыхать. Это дай Бог слово-то закрыть, вот такие фразы услышала. Я ей, конечно, хорошенько сказала, ты верь мне, я вижу твой бизнес, у тебя больше всех людей вообще в Якутии, в твоей организации, чем у кого-либо. Она, короче говоря, я поняла, что человек внутри не готов. Но я, невзирая на то, я звонила Яне, с Эликой и так далее, мы начали что? Действовать. И она мне пишет в один момент, я платина. Представляете, получается уже. И тут вера появляется. Надо бриллианты делать-то. А тут времени не хватило. Мало. А если бы сразу поверила наставнику, как я поверила когда-то Андрею Артуровичу. Я не верила, но правда было такое, как я это сделаю? Но поняла, так, наставник, он раз так решил, значит, это у меня будет. И все. Поэтому, когда вам будут звонить, ваш наставник будет говорить, так, я вижу твой бизнес, ты закроешь бриллиант, ты закроешь платину, ты закроешь серебро, золото. Вы что делаете? Говорите, да? Выполняете. Я верю вам, и я поверю в себя. И просто что делать?
делать. Девочки. Долго У нас- тебе надо, однако у нас- тоже такое же было. У нас было сегодня, я вчера сказала, закроешь ты серебро. Закрыла она. Все. А, Поэтому вот слово наставника это очень много значит. Если вы его принимаете. Если не принимаете, оно у вас пустой звук. И будете долго, трудно идти к своему успеху. Понятно? Теперь посмотрим вот что. Как избавиться вот от этого? От осуждения. Вы же осуждаете людей, да? да. О, я как любила. Вообще, это руководитель, это же... Это так надо. Всех осуждать. Ты это не то делаешь, ты это, ла-ла-ла-ла-ла. Это, ну, это как функциональная обязанность твоя. Ты должна функцию контроля выполнять. Контроль управления называется. Но в жизни вообще нет смысла осуждать. Вы сцепились с подругой по телефону, да? И пропесочили всех подряд. Ты представляешь, я вот так сделала, вот это так сделала. Вообще, как это можно? У нас есть такое? Есть. Когда вы осуждаете, вы сразу падаете в вибрации. Вы сразу падаете. Есть такое выражение, если ты кого-то осуждаешь, всю кармическую задачу, ихнюю, забираешь себе. Надо вам? Очищаешь их карму. Классно, да? Надо вам очищать чужую карму? Нет. Теперь я вам скажу, теперь приведу пример, вы сразу поймете, смысла осуждать нет. Как только я это поняла, я перестала это делать. Нет у меня осуждений людей. Посмотрите, как это работает. К вам приходит ваша дочка и говорит, или сын говорит: мама, ты дура. Ты вообще все неправильно делаешь. Ты тогда так сделала. Ну не надо было с отцом разводиться. Ты вообще его что сделала? Загнобила. И он из-за тебя пьет. Вот такое вы слышите в ответ. Угу. Ну вот, приходит дочка или сын так говорит. Что вы ему скажете? Да ты не поймешь. Ну говорите. Но не твое дело. Не твое дело. Дальше. Подрастешь, поймешь. Что ты меня учишь тут? Я ради вас так сделал. Еще. Терпела ради вас. Короче, она примет это осуждение? Нет. Скажет, да пошел. Я бы сказала, ну да, вон отсюда. Понимаете, да? Ага. Почему я так могу сказать? Почему вы так можете сказать своим детям? Потому что они не знают, что вы в этот момент чувствуете. Да? Ага. Потому что помните же, да? Мысли, эмоции, что еще? Чувства. Они творят ваши действия. А действия творят результат. Вот. Вы какое-то действие сделали, и на это действие ребенок обиделся. Угу. Но в этот момент ребенок-то понимает, что вы чувствовали в этот момент. Когда разводились? Нет. Мы не можем отвечать за чужое эмоциональное состояние. Мы не можем управлять чужим эмоциональным состоянием. Поэтому есть смысл осуждать вообще? Нет. Вообще нет. Мне говорят, что моя Шина дура. Слава Богу. Я говорю так. Так, в ком эта мысль родилась, чувство-то? Вот это слово вылетело, действие, да? От кого-то вылетело из-за какого-то его внутреннего состояния. Он что-то чувствует. Поэтому так он говорит. Я могу изменить его чувства? Нет. Поэтому говорю, в ком это родилось? В ней. А я тут при чем говорю? Да. Вы поняли? Да. Поэтому вот эта фраза «а я тут при чем?» она волшебная. Вам сказали, ну, короче, это лохотрон, этот бизнес, ничего у тебя не получится. Он выразил свои мысли, эмоции, чувства. Вы можете их отрегулировать, не попадая внутрь человека? Нет. И почему вы скажете своему ребенку, да пошел ты отсюда, откуда ты знаешь мою жизнь-то? Вы были маленькие, вы ничего не понимаете, вы же так скажете? А почему? Потому что вы реально, он не мог
изменить ваши эмоции и чувства. Поэтому нет смысла осуждать. Поэтому вам не нравится, когда вас осуждают? Да. Вопрос, а почему вы осуждаете? Все. Ясно, да? Теперь, когда вы осуждаете, вы падаете в энергии очень сильно. Вы здесь были, такая, хорошая энергетика, принятие. А осуждение — это жуткое непринятие. Здесь нету энергии. И когда вы осудили кого-то, после этого вдохновение бывает? Ну, вы прописали по телефону человека с кем-то. Нет. Бывает энергия такая, о, пошла уборку делать. Дома. Нет, усталость наоборот. Сил у вас не бывает. Вы поняли, почему это не бывает? Потому что энергетически вы что сделали? Упали. Поэтому осуждать смысла нет. Абсолютно. Поэтому из всего этого я хочу сделать вывод очень хороший. Классный вывод, который вас продвинет прямо как ракета. К наставнику какое отношение? Уважение. Уважение это значит отсутствие осуждения. Капельки не должно быть осуждения. Слушаюсь и повинуюсь, называется. Мне сейчас Андрей Артур скажет, езди туда, скажет, слушаюсь и повинуюсь. Денег не будет, я найду. Вы понимаете? Когда я первый раз встретилась с ним, в январе месяце, он сказал, езжай. Не сиди в Улан-Удэ, езжай по городам. Я не понимала, но по привычке, в том бизнесе я тоже ездила. Сказала, хорошо. А если бы не было вот этого опыта, я бы и не ездила, наверное. Пока бы, не дошло. Я выехала в Читу, в Иркутск, в Якутск. В Якутске никого не было. Приехала, вот же вы сидите же уже, сколько человек. Пусть разных групп, но сидите, и мои тут сидят. И у нас в успехе вместе нету такого понятия свой, чужой. Вот все вместе девчонки арендовали офис. Но видите, в чем дело? Надо уметь все-таки выстраивать. Не надо лезть к чужому лидеру, к другому лидеру и говорить, удели мне время, покажи мне академию, настрой мне Инстаграм. Они не обязаны вам это делать. Понимаете? Все проблемы решайте по своей спонсорской линии вверх. Не лезьте к чужим. Но если сильно попросят, я иногда помогаю. Но вот это вот ваша задача самим не лезть. Понимаете, да? Понимать надо, у кого я время хочу использовать. Потому что время же самое дорогое. А человеку совершенно невыгодно тратить на вас время, как будто бы, да? Но лучше спрашивать как. Такие вопросы, особенно какого плана? Негативные вопросы. Как только негатив появился, если вы пришли в офис и всем сказали, ой, представляете, ля-ля-ля-ля-ля. Все, вы что сделали? Загадили чужой бизнес. Зашли туда в чужой бизнес, покакали и вышли. Вот по-другому я не скажу. Потому что вот с этим негативом очень осторожно. Если есть негатив у вас, куда надо говорить? Только вверх. Только вверх. Звоните наставнику и говорите, слушай, тут такое происходит. Что делать-то? Никогда среди параллельных, никогда среди партнеров, которые вниз. Рядом с партнерами никогда запрещается такие слова говорить. Ой, что-то у меня не получается. Ой, ко мне никто не идет. Ой, я такая дура. Вот запрещено вот такие вещи говорить. Вы такие вещи можете говорить кому? Туда. Ну, если хотите, конечно. С такой дурой охота кому-то иметь дело вообще. Поэтому никогда, вот у меня в одной группе есть такое. Я смотрю, что-то всей энергии нету, приезжаю, значит, в одно место. А них у всех такое состояние. Ой, что-то мне надо понять и проработать. Ой, что-то у меня не получается, мне классно получается. Столько новичков, столько такая толпа идет там прямо. Она все успевает, и в этот же момент говорит мне. Ой, Жаргон Моисеевна, что-то мне надо, это у меня не получается. Так, для меня хороший сигнал. Смотрю вверх. Над этим человеком кто с этим партнером работает?
Смотрю, она рядом с ней допускает охрененные ошибки. Я ее говорю, ты что делаешь? Ты всех роняешь в группе, ты что делаешь-то? Она, да! А она все время рядом с ними говорит, ой, мне хреново, девки. У меня ничего не получается, я вообще ничего не успеваю. И вот этими словами мы что делаем? Роняем. Роняем в энергии других людей. И хотим большую организацию построить. Теперь понятно? Понятно. Все, вот эти законы, они очень важны, потому что это бизнес-отношения. Ваша задача, что делать только людей-то своих? Поднимать. А поднимать с помощью чего? Академии, во-первых, и во-вторых, своего самочувствия, своих слов. И себя поднимать. В эту десятку входить. 10 плюс у нас есть такое состояние в академии. 10 плюс это когда все классно. Сейчас у меня все классно получается. Хопс, вот так подняли и пошли. И только с этой позиции общаться с кем? Со своими партнерами. И почему рушатся вот эти организации, почему вот эта ругань начинается в офисах? Спорить, из чатов выходите, заходите, обижаетесь друг на друга параллельно. Почему? Потому что сеете негатив. Плохое узнали, пришли, всем сказали. Представляешь, он там что говорит? И вы все разрушаете сами. Поэтому параллельно, 10 человек там параллельных у вас сидит в офисе, да? На Крупской, например, здесь рядом. Очень осторожно. Никаких негативных моментов там не должно быть. Если есть негатив, куда звоним? Вверх. Мне звоним. Понятно? И я дам рекомендацию, что делать в этом случае. Потому что вот на моих глазах, благодаря этому негативу одному, да, рушилась целая структура. Целые организации так валились прям. Понятно? Очень осторожно со словами, состояниями и так далее. Вот поэтому-то что? Вот поэтому-то надо что? Уважение иметь не только к кому? К наставнику и к другим людям тоже. Перестать их осуждать. Теперь на основе... Так, ну ладно, это я не буду, потому что время уже. Все. Консультации с вышестоящим поняли, да, раскрыла? Да, очень. Очень хорошо. Теперь, когда вы осуждаете наставника, значит, за что-то же вы его осуждаете. За то, что он не помогает вам, да? Как с этим быть? Сейчас вот это будет тоже разбирать. Так, поехали дальше. Что там следующий шаг-то? Снимать ролики. Снимать Ну, поехали. Ну, давайте, у кого есть YouTube канал? Все. Прям все выкладывают видео, классно, да? Не Кто, вот 5-10 роликов там написано же, да? 5-15 роликов в месяц вы должны выкладывать на свой YouTube канал. Кто? Я. Вот Получается. 4 человека из... Только начала. Ну, давайте, у кого есть YouTube канал? YouTube канал. Людей. Это 5%. YouTube канал должен быть. Теперь вопрос, почему не делаете? Кто знает, что надо делать? Угу. А вот те, кто подняли, кто знает, что делать, а почему вы не делаете? Темы нет. Материала. Темы нет. Материал темы. Пришла, сказала, здравствуйте. Меня зовут так-то, рядом со мной так-то. У нее шикарный результат по продукту. Расскажите про результат. Тан-тан-тан, минутный ролик, готов. Второго посадила. Здравствуйте, меня зовут Варвара. Рядом со мной там Аяна. И у нее шикарный результат по продукту. Расскажите, пожалуйста. Вот так можно этих роликов наклепать сколько? Сколько хотите. Собраться в офисе, назначить день снятия роликов, прийти все красивыми, накраситься, причесаться, одеться, взять продукт в руки, сесть, хороший фон выбрать и снять с телефона минутные ролики и их выкладывать потом в Инстаграм. Можно? Можно. И параллельно в YouTube. А что не делается-то? В чем затык? А затык
том, что не знаем, Стесняемся. Так. чего- не знаем, с чего Дальше. начать и стесняемся. Не знаю, чего начать сказать. Меня зовут Александра, дорогие друзья. Рядом со мной моя жена. Она получила хороший результат в году. Тоже. Мнение. Леночка, расскажи, пожалуйста, что там у тебя изменилось. И потом в конце сказать, присоединяйтесь, друзья. Классный продукт. Страх. Ну чего вы мешаете говорить? Страх перед камерой. Страх перед камерой. Почему Ну, мы же боитесь этим камеры? занимались, Поехали, мы коучинг. Коучинг идем. Стеснение такое. Стесняюсь. Что такое стеснение? Неуверенность. Не уверен. Что такое неуверенность? Непринятие себя. Это не любовь к себе. Ну, это вот те, кто работает в духовном плане, они вердикт вам вынесли. Вы не любите себя. Прежде всего, свое тело. Тело свое не любим, потому что мы в камере видим отражение чье? Свое. Своего тела. Да? Да. Некоторым мой голос не нравится. Не могу смотреть на себя. На работе скажет, блин, она скажет. Так, давайте обсудим первый момент, который здесь очень важен. Понять, что такое страх осуждения. Мы все боимся осуждения. Знаете, почему мы боимся осуждения? Потому что у нас это первобытный страх, он сидит во всех людях. Как он сидит и как он работает. Вот представьте себе первобытный общинный строй. И жили люди как? Общинами, да? И выживали благодаря чему? Потому что объединялись, правда? В одиночку можно выжить в дикой природе? Нет. Они объединялись, там, короче, вот это вот все было. Теперь, смотрите. Вот человек совершил какой-то проступок. И его сказали, все, вали отсюда. Угу. Что с ним будет-то? Он не выживет, он умрет. Значит, есть какая завязка? Если меня осудят, Меня выкинут из общества. понятно? И вот этот страх у нас сидит в подсознательном режиме. Мы его особо не осознаем, но он дает о себе знать. Если меня осудят, то я умру. И вот вы боитесь выложить ролик. Почему? Потому что вас осудят, и вам будет больно. Этот страх сработает больно. Я раньше, когда выложу этот ролик, блин, как я смотрела, лайки, не лайки, дизлайки есть, нет. Дизлайки есть, внутри тебя сжимается. И реально чувствуешь этот страх. Там, когда еще начинают в соцсетях там свои, комментировать там, всякое, а что ты там, Потом я с этим же работаю, и потом говорю, в ком это родилось-то? Во мне, что ли? Исходя из своего внутреннего состояния, из своих мыслей, эмоций, чувств, человек выразил свое мнение. Он имеет право на это? Да. Имеет. А я могу управлять чужим состоянием? Нет. Нет. Поэтому осуждение принимаем легко. Это во-первых. А во-вторых, вот это вот осознать надо, что это во мне сидит страх. Вот как только вы хотите снять видео, вы, начинаете искать место, где фон, там, прическа, он опять где-то кулачок не так лежит. Когда вот это вы начинаете, это значит, у вас сработал страх осуждения. Первый шаг работы со страхом – это его признать. Как только вы его признаете, 50% уже отработано, считайте. Скажите себе, я боюсь осуждения. Я боюсь, что у меня люди дальновидны. И делайте следующий шаг. Они напишут что-то нехорошее для меня, исходя из своего внутреннего состояния. Я могу регулировать чужое внутреннее состояние? Нет. А каждый человек имеет право выразить то, что он чувствует? Да. Имеет. Отпустила? Да. Отпустила. И выкладывайте. Я в 2016 году начала писать статьи в Фейсбуке
Я же работала много над деньгами, над денежными блоками, установками, это все прорабатывала. И я выделила 5 разных денежных блоков, групп большие. Там про долги, про все писала. И я не могла выложить. Я же знала, мне говорили люди, выложи себя, фотку. А я такую шикарную статью напишу. А выкладываю в интернете картинки. Еще про долги текст написала, да, статью? И ищу картинку долги. Гугли. И нахожу про долги. Там гири, там все нарисовано. И такая, о, подходит, выберу, положу. Выложу вот в это. И вот так я делала до поры до времени. В YouTube начала выходить, когда в Звездном это было. Господи, это недавно было-то. Но зато и с января я более начала снимать вот эти трансляции, это все. И до сих пор работаю с этим. Я же не могу вот так вот выйти и специально снять видео не могу. Пока что. Видите еще какие затыки? Но как только вы начнете выкладывать в YouTube свои ролики, у вас количество подписчиков резко будет увеличиваться. Я набрала 100 тысяч с лишним буквально за 3 месяца. Понятно, да? Поэтому просто надо выкладывать. Теперь смотрите. Это делается очень хорошо в группах. Вот вы можете объединиться в марафон и себе сказать, так, мы будем снимать ролики. И каждый выкладывает вот эти ролики. Вот когда вы собираетесь в офисе, да, там легче снимать, чем одной. А почему? Мы же обезьяний рефлекс у нас никуда денемся. Я вышла в Звездном с тренингом, смотрю, там у нас площадка такая, и все снимают ролики. И такое чувство появилось, а что, я рыжая, что ли? Иду такая, перебарываюсь, Валера, давай снимем ролик. Ой. Чик, я вручаю телефон, первое мое видео. Добрый день, с вами Жакалма Маханаева, рядом со мной Валерий Ким, он из города Бишкек, у него прекрасный результат продукта. Расскажи, пожалуйста, Валерий. Вот все, минуту уложились. Я смотреть не хотела этот ролик. Но я сделала и быстро залила в YouTube. Просто другие люди смотрят. И нормально смотрю, нормально. И вот когда вы в таком вот в Иркутске у нас офис есть, я говорю всегда, собирайтесь и снимайте ролики. Они собираются, и все снимают ролики. У всех есть материал. А в группе всегда легче. Если не можете сами один на один снять, тогда идите в группу. Собирайтесь, так делайте. Вот городские у вас происходят же, да, в субботу? Да. Вы там про продукт проговорили, про Академию 0 и ушли. И ролики не сняли. Начали снимать. Наша задача сейчас активная. Вот Якутск весь вам надо заполонить роликами. Хотя бы по продукту. Потому что таких доходов пока нет. Как пойдут доходы, вы тоже будете делиться этим. И когда вы Якутск заполоните, Инстаграм, Якутск, вы же там хэштеги ставите, да, Якутск, Якутск, Якутск. И когда много будет такого материала в интернете, люди начинают что делать? Обращать внимание, тем больше людей сюда приходит. Вы поняли? И вы еще выстраиваете свой собственный бренд. Или вы пишете статьи с чужими фотками, или вы хотя бы свою фотку, но чужие статьи, да, можно так? Да. Но в любом случае вы выстраиваете свой бренд. И люди начинают вас узнавать. А, вот она опять какой-то ролик сняла. Ну-ка. О чем этот ролик, о чем тот. И так и будут интересоваться. Вот так вы устраиваете свой бренд. Поэтому вопрос любви к себе. Давайте быстренько технику. Значит, смотрите, надо привыкнуть к себе. Угу. Это как? Вы встаете утром, идете в ванную. Такая страшненькая, опухшая, без макияжа. Но прежде чем посмотреть в зеркало, да, мы же смотрим так мимоходом, да, в зеркало. Или хотим что-то увидеть, там, так, морщинки. Вот она одна появилась. Да? Ваша задача любовь в себе вызвать внутри состояния, посмотреть в зеркало и сказать: я тебя люблю. Это мощное упражнение.
Есть такой автор, Вишен Лакьяни. Он рекомендует 5 минут стоять, смотреть себе в один глаз и говорить эти слова. Я тебя люблю. Попробуйте, я минуты сколько, 3 выдержала, все. Там слезы начинаются, все начинается. Вся боль вот эта, она начинает что? И вы высвобождаете энергию. Но я делаю обязательно. Руки поставлю к ванну. Я тебя люблю. Можно такое вещь сказать? И все, это ваше сознание привыкает к вашей внешности. Потом вы легко делаете сразу. И легко принимаете себя. И вам вообще не страшно. Вообще людям как бы начихать на вашу внешность. Интернет, ну есть такая бедная, все. А вы только смотрите, вот тут надо было прядь волос поправить. Вот у меня брыли отвисают, вот такие. Блин, что зубы показала. Это вы только так смотрите. Другим-то все равно, вы есть вы. Вы видите вас такой, ну такой видите, что такое. Нет, есть такие знакомые, которые прям увеличивают фотографии, все разглядывают. Молодцы. Изменился, она не изменилась. Значит, это повод для чего? Интересно. Быстро поменяться. Вот вообще люди, знаете, когда прямо очень много начнет приходить, тогда, когда вы изменитесь внешне. Вот даже если вот это упражнение будете делать, я тебя люблю, у вас энергия другая будет. Это называется мгновенный забор энергии. Вот это упражнение называется мгновенный забор энергии. Забираем откуда? Из себя же сразу, да? Но вот когда вы это сказали, вы сразу поднялись по состоянию очень высоко. Вы принимаете себя. Поехали дальше. Понятно? Это упражнение будете делать? Да, Каждое утро, каждый день, как только пошли в ванную, посмотрели в зеркало, я тебя люблю. Будем. Классно же, да? Да. И это очень легко, потом будет всякие фотки, все, что хотите, видео, не видео, там. Даже в каком-то состоянии будете делать, это нормально пойдет. Так, теперь осуждение не будет у вас? Нет. Не будет. Падать не будем? Нет. Чужую карму забирать себя не будем? Нет. Очищать людей не будем? Да. Потому что когда вы их осуждаете, вы даете им энергию еще. Понимаете? Почему вот Галкин, Пугачев все осуждают? А им классно живется. Энергию дает. А их все очищают. Вот все осуждают, все забирают на себя. Ну ладно. А им классно. Так, следующий шаг. Писать заметки в соцсетях то же самое. Да? И со своими фотографиями. Обязательно со своими фотографиями. И у вас Инстаграм должен быть такой вот, ну, интересный. Достаточно одного взора на Инстаграм, можно понять о человеке очень многое. Это мой Инстаграм. Везде я, видите, да? Да. Вот здесь вот не я, почему? Потому что надо было мне с Салаватом поставить фотографию еще. Карусель сделать. А я ему пишу, отправь мне фотографии со мной. Он говорит, ищу. До сих пор ищу. Вот с продуктов такие делает. То есть, смотрите, мысль какая? Как делать посты, в какой последовательности? Давайте разберем. Вот, например, так, с чего начнем? Ну вот, отсюда. Вот 6 кадров я вам дам. Угу. 6 кадров. Сейчас я покажу, как делать посты в соцсетях. В какой последовательности? Видите, да, 6 картин? Угу. Вот первый пост, второй, третий пост — это заметка, статья короткая. Мысль. Концепция называется 6 кадров. Кто по концепции делает свои картинки? Ну, мало. Ага. Есть специальный тренинг, который называется «Работа в соцсетях». Час 1, час 2. Возьмите у своих вышестоящей линии и изучите.
Здесь я делаю пост про личность. Здесь про личность. Что это такое? Это я рассказываю о себе. Тут нету бизнеса. Я рассказываю, тут не, значит, что значит бизнес? Я не продаю. Я ничего здесь не продаю. Я просто про себя рассказываю. Я там-то, там-то, я то-то, то-то делаю. Пусть я даже в бизнесе, вот это вот фотка из офиса. Да. Вот смотрите, иркутский офис кишит. Очень простой, вот это такой раз, несколько секунд. Показали, где я что и делаю. Можно? Да. Можно. Потом я здесь какую-то мысль умную, наверное, писала. Статью какую-нибудь. Главное – люди. Скорость развития бизнеса любого зависит от того, как находить и удерживать нужных людей. Ключевое слово «нужно». А как замерить? Ну, вот это вот мысль. Я часто просто ворую эти мысли у других людей. В интернете же их полно. Да. Если мне отзывается, я что-нибудь поменяю, поместила, что такого. Но очень часто я пишу свои родные, вот отсюда. А на них больше всего лайков всегда бывает. На них больше всего отзывов людей. Как будто люди чувствуют, что это твое. Но если мне надо вот очередной пост сделать, но у меня нет времени, я что сделаю? Вот так вот сделаю. Фотки, специальную фотосессию сделала, можете сделать фото специально. А вообще, если есть нормальный телефон, и так сойдет. Потом я пишу о чем, как вы думаете? Вот первый пост, вот второй. Это про меня все. А здесь я продвигаю продукт. Угу. Продвигать продукт можете по особой форме. Можете скачать у меня, у лидеров. Там называется «Ученые создали капсулу для счастья». Или еще там пишется. Вы спрашивали, что дает натуральное питание Ле-8. То есть специально созданный текст по законам копирайтинга. Копирайтинг – это наука о продающих текстах. Специально вы пока не умеете писать свои продающие тексты, вы должны что? Брать просто у людей, у лидеров. Сдули у меня, поменяли номер телефона, там какие-то данные свои поменяли, поместили. И у меня же можете забрать что? Ролик. Например, ролик вот с этим мужчиной. У него, он врач сам, да? И у него прошло что? После инфаркта восстановился классно. Саблик Бутабеков, город Бишкек, Кыргызстан. Благодаря рекомендации Академии, получая эти продукты, Аксель 8 или 8 получил шикарный результат по здоровью. Перенес острый обширный инфаркт миокарда, сердечный приступ, беспокоит в течение дня несколько раз, принимал несколько раз гидроглицерин. Получая эти продукты, у меня приступ прошли. Также у моей мамы была болезнь Паркинсона, которая она страдала в течение нескольких лет. Получая эти продукты, она получила шикарный результат, купила все симптомы болезни Паркинсона. Я как врач всем советую принимать этот продукт. Этот продукт для вас необходимо. Советую. Сам. Понятно, да? Вы это скачали при помощи приложения себе же, вдули текст и поместили. То есть ничего сложного вот в этом, да? Здесь будет результат по продукту. Здесь опять пойдет четвертый пост. Личность. Здесь личность. И здесь будет результат по доходу. Тоже взяли у кого-нибудь. Вот это можно взять у кого-нибудь. А вот это уже ваша ответственность. Сложнее что? Вот здесь вот, да? Ой, что писать? Ой, что делать? Какие фотки выкладывать? Когда, если вы примете решение, в принципе, это несложно. Где-нибудь взяли умную мысль, наберите в Google умные мысли. Умные мысли про цель, захотели написать. Умные мысли про отношения. Умные мысли про деньги. Вот все сдули, короче, оттуда, поставили свою фотку и нормально. Вы еще кучу лайков, комментов получите. Понятно? Это вот так вот себя позиционируем. Потому что вы выложите не то, что попало, а то, что
что отражает ваше внутреннее состояние. Нормально это? Очень нормально. Теперь, когда у вас пойдут таким образом посты, смотрите, вот Турушев, это результат по доходу. Мгм. Это результат по продукту. Это результат по доходу. Это по продукту. Это вот по продукту 2 раза. Это по доходу. Это по продукту. Это по доходу. Вы поняли? Да. То есть в одной колонке у вас будет доход, продукт, доход, продукт, доход, продукт. Скажите мне, сложно это? Нет. И вы начинаете это делать. Я это начала делать 15 июня 2018 года. В январе пошли первые люди с интернета. Ровно через 6 месяцев. Сейчас мы еще запустили платную рекламу. В Яндексе еще и пошли люди. Я теперь понимаю, что не надо вкладываться в рекламу. Я очень часто делаю рекламу где? В Инстаграме. Как делать рекламу? Все везде есть. И вот так вот, когда вы делаете свои посты, вы людей начинаете цеплять. Понятно, да? И о себе тоже говорите. О себе, вот я в Москве, вот в Москве. Вот тут вот, например, партнер вот резко спросила и включила камеру. Что такое духовность? Духовность? Духовность – это система занятых намеров. Каждого человека есть своя духовность, своя. Можно такие ролики делать? Что-нибудь узнали? Так поделились, скажете, о, как умно, все будут удивляться. Вот в Иркутске я проводила большую встречу. Вот это Чита, полный зал. Я с Читы прилетела сюда. Понятно, да? 6 кадров поняли? Вы еще изучите тренинг и поймете, что это такое. Теперь дальше идем. Где у нас презентация? Писать заметки 5-20 заметок в неделю. Если вы хотите быстро, вы несколько делаете в день. А вы сами себе должны дать слово. Я сама себе дала слово. Я буду в день 1 пост. И Андрей Артурович в одной из своих тренингов, он говорит, когда эти картинки, количество их достигнет 100, тогда начнется эффект. От вас эффект. То есть начнут люди обращать внимание, писать и так далее. Понятно? Все, дальше идем. Быть в командном чате Telegram. Смотрите, у нас есть 2 основных чата. Новостной чат – это от Андрея Артуровича. И есть еще один чат, общий чат. Там 7000 человек. И смотрите, когда много человек думает в одном и том же направлении, создаются энергоинформационные структуры. Знаете об этом? Ну вот вы здесь сидите, у нас здесь тоже есть что? Эгрегор. Энергоинформационная структура, которая вам помогает. Вы хотите, чтобы энергетическая подпитка получать от этой энергоинформационной структуры? Для своего бизнеса. Хотите. И поэтому что делаем? Быть надо в этом чате. Как попасть в чат? Ваши наставники должны вам отправить ссылку на чат. И вы туда попадете. И смотрите, что там пишут, что происходит вообще. Вы всегда в курсе дела, во сколько начинается академия. Там ссылки, посты, истории по продуктам, истории по доходам, там все найдете. Весь материал, который будет вам для Инстаграма нужен, вы видите, в чатах найдете. Теперь вы можете делать свои чаты. Я делала свои чаты, 5 чатов создала в начале недели. Вот первую неделю работала, да? Мы создали сразу 5 чатов. Вайбер. И туда начали добавлять людей, начали делиться информацией о продукте. Нам казалось, что этот продукт главный тогда. Но мы каждый раз приглашали в академию. Как только мне присылали, что надо идти в академию, я их сбрасывала в чат. Люди заходили, смотрели, потом говорили, что это такое-то? И я начинала дальше вести диалог и подключать людей. Вы можете так сделать. Понятно? Но все затыки-то где? Что так не делается? Страх осуждения. Вот это самый сильный страх, который вас сдерживает. Себе говорите, себя научитесь убеждать. Ну что, скажет дуры, ну что, умру что ли? Я так себе говорила, когда еще в прежнем бизнесе. Я же не знала, как это все
объяснять, что я умру, нет, делай. Еще я поняла, знаете что, где страхи, там победы, там успех. Мне надо позвонить кому-то. Вот разным людям по-разному ощущается, да? Кому-то звонишь легко, а кому-то, надо позвонить. Как же позвонить? Есть такое? Да. Когда вот это я четко отслеживаю в себе, я делаю так. Так, что это? Почему я не звоню-то? Боюсь. Я признала страх. Потом я что делаю? Говорю себе, где страх, там и победа. Сразу звонишь. Поднялась по энергии, звонишь. Здравствуйте. И ничего страшного, Господи. Он же сказал, ой, какая ты, мол, ты что позвонил? Где страх, там и победа. Запомните. Отслеживайте страхи и идите на страх. Страх это вот чего нету, того боимся. Дурацкая вещь, на самом деле. Ой, как я работала с страхами. Там многие учителя говорили, эти духовные говорили, вот страх смерти преодолеешь, тогда ничего бояться не будешь. Я со смертью разбиралась долго, на самом деле. Но я вот такие вещи проходила. Посмотрите фильм «Область тьмы». Кто помнит? Что там было с этим мужиком? Он принимал таблетку и переставал бояться. Вот самое главное, что у него исчезало, это что? Страх. Когда страха нету, все, напролом. И мыслительная деятельность ускорялась, он мог все анализировать. То есть он подключал резервы мозга. Потому что у нас мозг работает всего на 5% своей мощности. Вот мы вот так вот проживаем эти 5%. Как? Не знаю, на уровне какого-то. А можно же подключить? Это осознанно надо управлять страхами. Так, и последняя техника, которую я вам дам, которая реально будет. Самообразование, это все понятно, да? Поехали. Последнюю технику, и на этом с вами закончим. Итак, мы хотим, что главная цель наша стать подниматься по энергетике. Когда мы высоко по энергетике, тогда у нас все получается. Когда мы упали, ничего не получается. Да? Я вам вот такую штуку расскажу. Я вчера показывала, еще раз покажу. Есть разрушительные чувства, есть созидательные чувства. И наша задача научиться находиться где? В созидательных чувствах. Перестать обижаться, жалеть себя, других, сомневаться все время. Андрей Артурович всегда говорит, ложка дегтя испортит бочку меда. Ложка дегтя – это ваше сомнение. Ложка дегтя – это сомнение. Оно испортило что? Бочку меда – это ваше будущее. Вообще выгодно сомневаться? Абсолютно нет. И вот такая шкала карты сознания Дэвида Хокинса. Называется «Уровни счастья». Давайте, я вам сделаю вот такой вот сначала рисуночек, и потом дальше. Вот. Что нужно вам для счастья? Вот вы такой счастливый человечек. Что нужно для счастья? Перечисляю. Здоровье. Здоровье, я вот такую штуку написала. Деньги. Близкие. И любовь. Близкие. Отношения называется. Угу. Теперь самая важная мысль этого дня. Вот это, внимательно, вот это все получите только тогда, когда будете чувствовать себя счастливым. Наоборот, не бывает. Вам кажется, я заработаю кучу денег, и мне станет классно. А
пока вы не будете чувствовать классно, никаких денег не будет. Это понятно теперь? Теперь наша задача, как это накопить-то энергию, да? Когда нам классно. Вот здесь чувство благодарности, принятия, классное же чувство, да? Когда я чувствую себя классно, вообще мне хорошо, вот это вот состояние. А для этого нужно подниматься, вот отсюда подниматься. Теперь долги, я же обещала. Вот долги. Думаем о долгах. Смотрите внимательно, как я буду рисовать. Думаю о долгах, притягиваю долги. Думаю о долгах, притягиваю долги. Понятно? Или вот так на этой схеме. Здесь состояние нужды вам. Все время нехватки, 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 нехватки. Вибрируем вот так, на такой частоте. Вселенная смотрит, о, как хорошо, ей нравится быть в этом состоянии. Нужде, значит. Дает нам жизненные события, которые вам еще пошли, сделали кредит. Еще пошла, взяла, заняла долг. Поэтому что надо делать-то? Вот у меня был такой реальный опыт, я вот так вот в долгов уходила. Мой сын, его зовут Эрдем Муханаев. Вот если интересно, зайдите на YouTube, у него есть канал, где очень интересные видео про духовность. Парню 26 лет, но он реально очень продвинутый в плане внутренней работы. Эрдем Муханаев. На YouTube, да? На YouTube. Смотрите. Он приходит, говорит, ну, я говорю, короче, приди уже, мне надо уже. Я поняла, что долги мои изнутри. Меня они уже достали. Он мне говорит, ну ладно, давай, какая твоя цель вообще в бизнесе? Я говорю, погасить долги. Есть такая цель? Расплатиться с долгами. Я вам скажу, вы если такую цель ставите, вы никогда не сделаете этот бизнес. Потому что фокус внимания на чем? Где внимание, там и энергия. Вот смотрите, вы управляете своей жизнью с помощью своего внимания. Ваше внимание – это самый главный ваш ресурс. У вас денег-то нету. Свободных таких, чтобы вкладывать туда, получать дивиденды какие-нибудь. У вас есть один ресурс. И называется он как? Внимание. У вас есть один ресурс, самый главный. У каждого человека, и даже у богатых, у бедных, всех есть один ресурс. Бедные направляют этот ресурс куда? На долги, на нехватку, на бедность. У меня нету, как все достало, как прожить дальше, не хочу. А богатые направляют на что? У них фокус, почему люди много зарабатывают. Давайте это очень простой секрет скажу. Фокус на чем? На доходах. Когда фокус на доходах, доходы увеличиваются. А когда фокус на долгах и расходах, долги увеличиваются. Теперь поняли? Мысль самая главная. Поняли. Если вы все время говорите, ко мне никто не идет. Вот сейчас пойду, он опять у меня отошьет. Вы фокус куда направили? И вы своим вниманием творите свою реальность. Поэтому очень важно быть на высоте. Но для этого надо накопить эту энергию. Она где-то должна взяться. Утекать перестать, прежде всего. Понимаете? А утекает-то из-за чего я сказала? Ну-ка, материал. Осуждение утекает еще? Обида утекает. Это самые главные две дырки такие, дырищи. Куда утекает ваша энергия? Теперь, меня он спрашивает, ну что у тебя за цель? Я говорю, ой, погасить долги надо. Он мне говорит, если так ставишь цель, ты никогда ее не добьешься. И ты никогда не будешь больше зарабатывать. Я говорю, а что тогда думать-то, мой смысл жизни-то вот? Мне достали долги, я хочу от них избавиться. А он мне говорит, ну, значит, надо перестать думать о долгах. Я говорю, как? О чем тогда мне думать? Вот это был дурацкий самый вопрос, слушайте.
Но реально мне так казалось. Я же вся была фокус внимания, где как погасить эти долги, как отдать эти долги. Перестань думать о них. Я такая, а что долги?